В музыку меня привела мама. Вот она пела, так сказать, очень серьезно, закончила консерваторию по классическому пению. Хотя она в будущем стала гинекологом, но она всегда это очень любила, и до сих пор она очень любит. Вот, и ее друзья, проверив меня, сказали, что это такой мальчик особый, ему тоже нужно обязательно в музыку. И вот она очень его хотела. Шахматы, это, конечно, это такая очень важная часть моей жизни. Шахматы – это такая особая игра. В нее играют исключительные люди. И так уж получилось, что в Советском Союзе было большинство чемпионов мира. Я надеюсь, что будущее российских шахмат будет таким же, какое и было прошлое советских шахмат. В подтверждение того, надо сказать, что с огромным успехом прошла Олимпиада, причем этот успех настоящий, не какой-то фальшивый. Он такой глубокий успех страны. Это очень почетно, и это очень здорово. Это всегда вдохновляет и людей, и народ, и мир смотрит по-другому на нас, в хорошем смысле этого слова. Вот я надеюсь, что вот такой же взлет произойдет и в шахматах. Я в шахматы стал играть с 2 лет. У нас был сосед, такой Степан Газарович, он был доктором физико-математических наук. Он меня научил играть в шахматы. Вот. А в 4 года я у него выиграл уже. В общем, меня определили к такому выдающемуся гроссмейстеру Макогонову. В Баку был такой Макогонов. Ну, о нем, чтобы те, кто о нем не слышали, я скажу, что Анатолий Карпов, он считает, так сказать, что Макогонов это был один из самых величайших стратегов в советских шахматах. Но надо сказать, что шахматы – это игра, в которую я играл сам. То есть меня не нужно было направлять, исправлять. Исправлять всегда нужно, но заставлять, объяснять. Я вот все время играл в шахматы и иногда играл в футбол. А музыкой я занимался вот, благодаря и ради мамы. Меня как-то привели на концерт Гиллиса, который приехал в Баку, на репетицию. Вот, и когда я услышал, как он разыгрывается, и потом, как он играет, это меня страшно потрясло. И потом он меня послушал, и, в общем, он, скажем так, меня благословил на музыкальную жизнь. Вот и впоследствии, собственно, вот так это и состоялось. Начал я обучение большой музыки в Ленинградской консерватории. До этого я закончил Бакинское училище. В Ленинграде я познакомился с великим осетинским представителем Валерием Гергиевым. Так распорядился Господь, нас с Гергием поселили в одну комнату. Мы друг друга знаем с 30 августа 1972 года. То есть всю жизнь. Первые шаги мы с Гергием делали вместе. Нам есть что вспомнить всегда. Я рано женился, и мой сын родился в Куйбышеве. Жена моя тоже музыкант, также. Ну, мы все друг друга знали. Вот, и мы с Валерой встречали их из Куйбышева. Я боялся его взять, ребенка. Я Валерий сказал, возьми ты, так сказать, потому что мне страшно. Вот он взял. В общем, у нас такие братские отношения. Это естественно. Потом была Москва, московская аспирантура, которую я закончил у Сергея Леонидовича Доренского. Так получилось, что я его
первый советский лауреат. В 1982 году я выиграл конкурс Касагранде в Италии. Ну, потом у него вереница лауреатов. Сергей Леонидович, он великий педагог и великий человек. Вот сейчас Денис Мацуев, известнейший пианист во всем мире, это его воспитанник. Ну и после моей победы на конкурсе так получилось, что меня очень как-то полюбили люди из МИДа СССР, с которыми я дружу до сих пор всю жизнь. И вот я очень много играл советско-российских, то есть я это продолжаю делать. Я в очень многих странах играл, в 72, как мне говорят, ну, люди считали. Практически везде я как-то всегда общался с нашими послами, представителями. Поэтому у меня с МИДом очень такие дружеские, теплые, человеческие отношения, которые я очень ценю. Потому что, вот опять возвращаясь к школе, мы говорили о шахматах в Советском Союзе. Я должен сказать, что вот качество дипломатов, которых выращивали сначала в МГИМО, а потом в МИДе СССР, я уверен, что происходит то же самое. Но просто я говорю о том, что я прожил уже, так сказать. Вот, и оно всегда было очень высокого уровня. Получилось так, что вот я, став артистом мира ЮНЕСКО, от российской стороны, естественно, участвую в таких больших международных мероприятиях. Мне это очень приятно, потому что это всегда дает какой-то положительный эффект, потому что все те люди, которые, слушают концерты, понимают, для чего он организован, если кто-то не понимает, то он все равно поймет, потому что в основном люди, которые это понимают. Мир, он всегда, к сожалению, хрупкий, как хрустальные вазы из богемы, они очень хрупкие. И моя роль как артиста мира заниматься деятельностью, которая приносит людям посредством музыки мир, в большом смысле этого слова. Не надо соревноваться, кто кого сильно ударит по лицу. Надо соревноваться, кто сделает больше положительного для людей. Во всем должна быть какая-то логика. Рождение ребенка – это то, что свято предначертано нам Господом Богом. И так вот это рождение ребенка, оно должно сопровождаться его ростом во всех смыслах этого слова, но в спокойной обстановке, чтобы не было таких кошмаров, как было в Беслане. История с Бесланом, на мой взгляд, это говорит о том, что что-то в мире происходит ненормальное. Я был одним из тех, который был в школе через несколько дней после этого кошмара. В общем, чем я хочу сказать, что никогда об этом нельзя, во-первых, забывать, но всегда нужно стараться спросить себя, может ли это произойти опять? Вот этот вопрос, он наталкивает на особые мысли. Эта история, так сказать, за Бесланом, она стоит вообще, так сказать, вне всяких измерений. Настолько глубоко. Через Валеру я познакомился с удивительными осетинами, один из которых, Татаонов Александр, такой уникальный патриот Осетии. С его, так сказать, организационной поддержкой, с моими друзьями в Японии нам удалось вывести детей
Беслана в Японию. И я сначала в Страсбурге. Гергиев, он большое участие принял, прислав оркестр Мариинского театра в Страсбург вместе с Туганом Сохиевым. Прилетел огромный самолет, 380 человек. Во-первых, оркестр прилетел, и еще человек 250 из Осетии. То есть столько советских людей, российских, в Страсбург, по-моему, никогда не прилетало. То есть это была какая-то такая акция огромного какого-то такого значения. И проводилось это все в зале, это конгресс-холл такой большой, огромный. Да, то есть это на самом высоком уровне, так сказать. Все прошло замечательно, и была еще встреча генерального секретаря Совета Европы с матерями Беслана и с осетинской администрацией. И прошло все очень так трогательно, когда матери рассказывали, ну, об этом я не буду говорить, потому что это очень страшно. Да, но эти люди, которые никогда не видели ни Осетии, ни эти, они вот, видно было по глазам, что они прониклись вот этой вот правдой, понимаете, вот это вот кошмаром, этой трагедией. Вот. И что это они поняли глубоко. Вот это было очень приятно, что это вот дошло до их сердец. И в Страсбурге, в общем, это прошло с таким огромным человеческим размахом. Безусловно, и общественно-политическим, безусловно, но все те чувства, которые люди излагали, они были честными. Понимаете, это не было просто для того, чтобы сказать и через секунду забыть и уйти. Нет. Вот мне кажется, вот такое отношение друг к другу не только после этой страшной катастрофы, а каждый день оно вот может стать гарантией того, что мы будем жить долго и без каких-то катаклизмов страшных. То же самое было в Японии. Ну, казалось бы, Япония и Северная Осетия. Никакой связи. Но это только кажется, потому что японцы это люди, которые исключительно уважительно, глубоко уважительно относятся к дружбе. Первый раз я туда приехал на 50-летие Гергиева. Это было такое. Я участвовал в концерте. Это было, значит, ну так как он в мае, была абсолютно роскошная солнечная летняя погода, и вот отношение людей, вот я почувствовал это вот такое человеческое тепло настоящее, природа такая, вся это, все было натурально. Вот это вот правильное слово. Вот. Нет, не было никакой деланности какой-то. Это все было торжественно, но было не напыщенно, а было естественно торжественно, понимаете. А это очень ценно. То есть вся жизнь, она такая системная, то есть она так организована по-своему, так сказать, и это такой стальной стержень Осетии, он никогда не двигается, там все наверху двигается, а вот он стоит. В связи с моей дружбой с осетинами, благодаря им я узнал очень много достойных осетин, и с этим всегда относился к осетинам с большим таким человеческим почтением, потому что они все настоящие люди. И я старался всегда сделать все то,
возможно, хорошее, которое я мог бы сделать для Осетии. То есть я делал то, что я видел и чувствовал. Я видел и чувствовал, как они ко мне относятся. Но в дружбе она же не может быть только с одной стороны, она должна быть двухсторонней. Когда ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать людям, и ты видишь, что и они это понимают, ну вот мне кажется, вот это самое большое счастье в жизни.